Служба переводов с кавказских языков 5 июня опубликовала на своем канале в YouTube перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре в Европе. Само обращение было записано Грозненским телевидением 6 апреля, в годовщину присвоения Грозному звания города воинской славы. Именно в этот торжественный для республики день глава Чечни решил обратиться к своим соотечественникам за рубежом с откровенными угрозами. I måste säga kanske sån Europa att man mål då så. Hur Instagram hel idag, Facebook hel mörk hur den nädana. Så hur jag den dos och jag det så sån. Hur den då hon den ska ju kanske miljon kanske. Tagana صوري بيننا خانو لبو متى خاش لبو كراوش. Så det hon har شين هو ما بي. Угрозы главы Чечни пользователям соцсетей – не пустые слова. Достаточно вспомнить историю Адама Дикаева, который был публично унижен после того, как осмелился опубликовать в Инстаграм пост с критикой Рамзана Кадырова. Сейчас человек, имеющий даже не отличную от официальной, а просто независимую точку зрения, может опасаться за свою жизнь и жизнь своих родных. Такую же опасность несет бизнес-конфликт или любой бытовой конфликт. Люди чувствуют себя настолько незащищенными и под прессом, что для многих выходом становится эмиграция. С 1 января по 23 мая этого года 82,3% подавших заявление на предоставление политического убежища граждан России указали чеченскую национальность. Из 2728 российских заявок чеченцы подали 2244. Сообщает онлайн-издание газеты Die Welt со ссылкой на МВД Германии. Рекордным по запросам от чеченцев статуса беженцев в Германии стал 2013 год, когда здесь попросили убежище более 15,5 тысяч граждан России, 90% из которых – выходцы из Чечни. Чеченцы всегда составляли большинство беженцев из России. Видимо, в этом году беженцев будет больше, чем в 2015 году. Что касается причин отъезда, то вы знаете их не хуже меня. Ситуация в Чечне.